Ребятки, всех приветствую. Показываю свою напарницу, своего друга, охотника. Купила себе, ребята, наконец-то западно-сибирскую лайку, хотя заводчица убеждает, что это восточно-сибирская. По всем параметрам, ребята, я посмотрел, ну, по всем критериям она из-за ушей, из-за ресницы, из-за округлости ушей, она, ну, это вылета западно-сибирская лайка. Сегодня переписывался ВКонтакте с заводчицей, она вот утверждает, что это мама и папа восточно-сибирская. Не знаю, ребята, на комментариях напишите, кто что скажет. Это полностью похоже. Первый раз я взял себе охотничью собаку. Мама, получается, у нее рабочая, работает больше по боровой дичи. Папа медведь, лось, больше по крупному идет. 28 апреля она родилась, сегодня у нас 20 июня, получается 2 месяца. Купил я ее ровно в месяц. Пьет девочка, пьет. Назвал ее Альва. Альвочка моя. Вот сейчас ей 2 месяца. Жила на балконе, ну как-то дома. В итоге начала борзеть, уже перегрызла все. Я вот здесь, ребятки, сделал ее участочек. Ну, здесь у меня на беседочке, уже видели, наверное, где я тут занимаюсь. Копчу, не копчу, тут все. Дичь готовлю. Сделал такой вольерчик. Вольерчик я такой сделал. Вот. Будку не стал сделать. Получается, здесь хлев, раньше скотину держали. Ну, правда, не я. Этот участок мне отдали. Что-то подшаманил, сделал дверь. Сделал дверь такую, с дыркой. Мосток. И здесь вот пока она у меня будет жить. Здесь сено. Там плюс еще помещение, скотину держали. Альва, ложись. Попозируй, девочка. И заводчица говорит, что это восточно-сибирская лайка. Я всю документацию прочитал, смотрел много фильмов в ютубе. Пару ночей чисто уделял этому вниманию. И по всем уже вот говорят, что уши у западно-сибирской лайки острые, а у восточно-сибирской они округлые, у нас остренькие. У восточно-сибирской лайки они идут возле глаз, а у западно-сибирские идут дальше глаз, то бишь вот здесь. Тоже все пахать. Тоже эти стрелочки от глаз, вот эти, видите, да, стрелки, это тоже все это говорит. Плюс цвет. Восточно-сибирская лайка больше грубоватая спереди такая, а западно-сибирская она больше удлиненная, ну как моя получается. Не знаю, ребятки. Так что вот, сейчас правда лето, никуда с ним не выйти. Еще прививочки надо сделать от ключей, да вот дальше больше. Плюс еще какие-то законы вводятся с 1 июля. Паспорта надо делать на всю скотину, на всех наших друзей, на котов. Даже если будете на улице выходить, как бы будут подходить, спрашивать, короче. Ну я не знаю, что за бред этот вообще. Альва, пойдем, девочка. Вот, ты скажи, моя красавица, вот моя девочка. Все, ребятки. Ай! Альва, не кусай. Все ноги уже, вон, ребята, в шрамах. Видите? Все это проказница сделала. Так что вот у меня новый друг появился. Охотница моя. Вот омеённые наши леса, где я ходил на косача, ходил на рябчика, зайцы вон там полностью. Это будет ее территория. Вот она будет жить здесь прям здесь рядышком.
Давно уже люди говорили, что надо было, ты уже запустил то, что надо было раньше ее выводить, что она уже большая, привыкла к дому. Ну ничего, пару дней попищит. Вот сейчас целый вечер баньку затопил, целый вечер сейчас с ней провожу, чтобы подпривыкла пока. Ну как бы приводил ее тут регулярно здесь. Так что, ребята, я не знаю, кто знает, может кто-то понимает какие-то критерии все вот эти, подскажите, а то я уже сомневаюсь. Мне и люди говорят, что это человек, у кого смеси лайка с волком. Говорят, что это, ну это точно не восточно-сибирская лайка. Че, девочка моя? Ну все, ребята, буду регулярно снимать, показывать, как будем расти, какие у нас достижения. То бишь, сейчас ей 2 месяца, у нас июнь, июль 3, август 4,5, сентябрь 5,5 месяцев. Открытие охоты. И я уже как бы буду постоянно снимать ее, с ней буду ходить, потому что регулярно хожу один. Так что не знаю. Давно была у меня мечта взять собачку. А живу в благоустроенной квартире. И как бы, ну, нету рядом, ну, ничего такого. Просто подъезды, парковка. А ну дома такую живность, это смысла нету держать. И вот выбил себе участочек недалеко от дома. Ну, я уже показывал год назад, когда я сделал тут беседку на рождение дочери. Этот домик у дочери у меня. Здесь у меня вот всякие там рожки, тетерева вот этого года, гусики этого года. Ну тут мы сидим, отдыхаем, балдеем. Да, Лючка. И вот тут территория. Баньку подшаманил. Сделал баньку. Заборчик поменял. А было, ребята, как вам объяснить? Ну было вот такое старье. Вот такое старье. Все для себя здесь сделал. Альва, пошли. Сделал баньку здесь небольшую. Ну как хлев, то бишь брус, бревна остались. Баньку вот такую вот подшаманил. Печечка тут невысокая, как сауна. Хорошо. Чего, зайка моя? Ребята, долго не буду снимать. Подскажите, кто знает. Ну все, Альвочка, в путь. Пойдем домой. Айда, пошли. Та-та-та-та, пошли. Пошли. Кушаем мяско уже, куриные головы. Приучаю ее. Кстати, разделал с морозилки тетерева. Остатки там, кожицу, да там, желудочки. Вот, молодец, писает. Все, меть территорию. Кстати, тут у нас, ребята, волки. Вот тут у людей, которые есть собаки, прям вот рвут, блядь, сети вот эти, сетку собак принимают. Давал я косача. Очень она съела его аппетитно. Такая же истинная охотница. Не знаю, буду заниматься, ребята, буду постоянно снимать, показывать. Будем радоваться. Вон копает, как радуется. Альва, это тебе не дома. Все. Да. Альва, та. Альвочка, иди папе, иди папочке. Так что, ребятки, будем наблюдать за ней вместе. Будем радоваться ее достижению, да, собака? Пока вот так. 2 месяца собаки. Буду стараться каждый ее рост в карьере ее снимать, показывать. А так буду заниматься ей. Не знаю. Первый раз взял охотничью собаку сам. Так что, не знаю. Специально сделал все для нее здесь. Вот сегодня принес. Сейчас оставлю
Скулить будет, конечно, труба. Ну а что, как потом без этого? Да, Альва? Так что живи, живи, моя девочка. Игрушку я домашнюю и этот пеленку принес, на чем спала, чтобы домом пахло. И любимую игрушку Яну, Мишкой. Вот, еще разговаривает. Да, ох, не просто. Альва, та-та-та, кто это там базарит? Айда. Тигренка, да, Алечка? Все, ребятки, всем пока. Будем снимать новое видео. Кстати, сейчас видео. Ездили вчера на реку спиннингом, поймали харюза на спиннинг. Это было вообще чудо из чудес. Потому что у нас в нашей говнотечке, извиняюсь за такое выражение, максимум щука до 2 килограмм, как бы поймать такого харюза. Ну, жиган попадается, а такого харюза это, конечно, красота. Я не говорю там за лесные речки, которых их водится кишит, а местные ребята меня поймут и удивятся. Посмотрите, кому-то может тоже понравится. Альва, ну все, папа пошел. Папа, пойду баньки сполоснусь и пойду домой. Все, ребятки, давайте, всем пока.